Республике Коми по-прежнему продолжается карантин из-за вирусной инфекции COVID-19. По данным регионального Минздрава, на 23 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 1. Под медицинским наблюдением находится 719 человек. Я хочу сразу сказать, что, ради бога, не верьте никаким соцсетям, не верьте никаким распространениям, что у нас уже умерло 200 человек, что и больницу закрыли и так далее. На территории Республики Коми имеется только один больной с подтвержденным коронавирусом. Это студент, который прибыл из Ирана. Он перенес в легкой форме, лечится он в Сыктывкаре, и уже на этой неделе будет выписываться после контрольных анализов. Больше подтвержденных случаев нет. Всего 545 жителей прибыли в республику из неблагополучных стран по коронавирусу. Из них 9 человек, контактировавших с заболевшими в других субъектах России, а 22 находятся в обсерваторах. У нас на территории Сосногорска, на базе нашей больницы, открыт обсерватор для 2 районов. Это Ухта и Сосногорск на базе инфекционного отделения. Обсерватор подразумевает, что это здоровые люди, которые вернулись из-за границы, из тех стран, в которых есть коронавирус, но у них нет никаких проявлений, но нет возможности находиться дома. То есть они вернулись, а у них семья, которая дома находится, которая не контактировала и не ездила за границу, то им выгоднее, конечно, приехать и находиться в обсерваторе, чтобы не было контакта с теми членами семьи, которые никуда не ездили. На данный момент в республике по завершении обследований и 2-недельного карантинного срока сняты с медицинского учета 174 человека, в том числе за последние сутки 30. В отношении их подозрения на коронавирус не подтвердились. В обязательном порядке, если вы прибыли из-за границы, вы учтите, говорили вы или не говорили, мы имеем все сведения обо всех поступивших через границу Российской Федерации с 1 марта, и наблюдать мы их будем до 1 апреля. Это именно те, которые уже прибыли. По этому списку мы уже работаем. И когда вам звонят, будьте добры все-таки, отвечайте на наши вопросы. И самое главное, что не забывайте, это забота не только о вашем здоровье, но и забота обо всех ваших близких, ваших соседей, ваших коллег по работе и вообще о сосногорцах. Не надо никуда ходить и так далее. И, пожалуйста, вполне адекватно воспринимайте это как то, что вы должны нести ответственность. Здравоохранение Республики Коми и в целом Российской Федерации своевременно и грамотно приняли все меры для препятствия распространению коронавирусной инфекции. Поэтому большой опасности на территории нашей страны, как и республики, нет. К тому же очень большое значение имеет сознательность наших граждан, которые возвращаются из-за границы. Поэтому по прибытию граждане должны обязательно позвонить либо в скорую помощь, либо заведующей поликлиникой по телефону 5 54 11. Влада Гришаева, Елена Двожик и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорский район готовится к половодью. Как отмечают специалисты, в этом году в бассейне Ижмы запасы воды в снежном покрове превышают средние многолетние значения на 25%, а толщина льда составляет 64% от нормы. Всего на территории муниципального района Сосногорска в зоне подтопления может оказаться 3 населенных пункта, 30 жилых домов, в которых проживают 52 человека. Количество отрезаемых населенных пунктов на территории муниципального района Сосногорск – 3.
Как отмечают в управлении по делам ГО и ЧС, на сегодняшний день уже готовы все пункты временного размещения, которые могут понадобиться жителям Сосногорского района, оказавшимся в зоне подтопления. В целях подготовки к безаварийному прохождению половодья 2020 года приняты необходимые организационные документы. Для отслеживания подъема уровня бассейна реки Ижмы будут функционировать 2 гидрологических поста. Кроме этого, отмечают в управлении по делам ГО и ЧС, в случае резкого повышения уровня бассейна Ижмы дальнейшие рекомендации по действиям в условиях половодья будут доведены до сосногорцев через средства массовой информации. Андрей Калиничев, Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Малый и средний бизнес – основа экономики любого муниципалитета. Поэтому предпринимателей поддерживают как на федеральном уровне, так и на местах. Этой теме была посвящена очередная прямая линия, прошедшая в общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорскому району. На вопросы жителей муниципалитета ответила руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка администрации Сосногорского района Светлана Рубцова. По словам Светланы Владимировны, всего существует 3 вида поддержки для субъектов предпринимательства – имущественная, финансовая и образовательная. Государство к этой теме подошло ответственно. Специально была создана автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства», которая объединяет все виды поддержки и структуры. Что же касается нашего муниципалитета, то ему тоже есть что предложить тем, кто развивает свой бизнес. В основном поддержка идет финансовая. На базе администрации муниципального района Сосногорск в рамках нашей муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство» мы оказываем поддержку на понесенные затраты, на лизинг, на приобретение оборудования до 50%, на возмещение затрат по кредитам предпринимателя и также на будущие расходы – это реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства и также агропромышленный комплекс. Кроме финансовой поддержки в муниципалитете проводится и обучение. Тем, кто только собирается открыть свое дело, помогут курсы «Основы предпринимательства». Тем, кто уже работает, предлагается обучение в группах по пожарно-техническому минимуму и по охране труда. Вся информация о поддержке малого и среднего бизнеса есть в открытом доступе на официальном сайте муниципалитета и в социальной сети ВКонтакте в группе «Малый и средний бизнес Сосногорского района». Влада Гришаева, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Еще с прошлой недели инспекторы ГИБДД Сосногорска приступили к массовым проверкам на дорогах. В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции останавливали весь проезжающий транспорт. 4 экипажа ДПС расположились на перекрестке Сосногорской трассы около въезда в город. С 18 по 25 марта 2020 года у нас проводится на территории республики оперативно-профилактическое мероприятие «Трасса», в рамках которого будут выявляться нарушения, которые допускают водители с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий. Уже в этом году на территории Сосногорского района произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 9 и пострадало 20 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. Подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе. В рамках ОПМ данные мероприятия еще запланированы сотрудниками госавтоинспекции Сосногорска. Поэтому убедительная просьба к водителям транспортных средств, которые управляют автомобилями, соблюдать скоростной режим, дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, боковой интервал, не допускать нарушений правил дорожного движения. Все это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Если мы сами не будем заботиться о нашей жизни, то уже этого никто не сделает. Если вы стали свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, немедленно сообщите об этом. В такой ситуации вы можете сообщить в дежурную часть, это по номеру 02, это у нас дежурная часть МВД России по городу Сосногорску, и сообщить, какое транспортное средство движется, почему вам показалось, что данным транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо в каком-то ином состоянии. Наряд сразу выйдет и будет принимать меры. Госавтоинспекция призывает в случае употребления спиртного отказаться от вождения автомобиля и воспользоваться услугами общественного транспорта или такси. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
10 шагов по профилактике коронавирусной инфекции. Первый шаг. В период нарастания респираторных инфекций постарайтесь воздержаться от посещения общественных мест, торговых центров, праздников, мероприятий с большим скоплением людей, а также фудкортов и открытых прилавков с пищей. Второй шаг. Регулярно мойте руки с мылом, обрабатывайте их спиртосодержащим средством. Третий шаг. Не трогайте руками глаза, нос и рот. На руках может быть вирус, который вы перенесете с кожи рук в организм. Четвертый шаг. Дезинфицируйте гаджеты, которые вы носите с собой и которыми могут воспользоваться дети. Пятый шаг. Всегда имейте при себе салфетки, чтобы открыть в общественном месте дверь туалета или ручку крана с водой, на котором может быть вирус. Шестой шаг. Соблюдайте дистанцию. При приветствии воздержитесь от рукопожатий, объятий и поцелуев. Если не удается избежать посещения общественных мест, держитесь не менее чем на расстоянии метра от других людей. Седьмой шаг. После возвращения с улицы и контакта с посторонними людьми всегда тщательно мойте свои руки и руки ребенка. Восьмой шаг. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выкидывайте использованную салфетку и тщательно вымойте руки. Девятый шаг. Каждый член семьи должен пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены, своим полотенцем, своей зубной щеткой. Десятый шаг. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. Будьте здоровы!